Здравствуйте! В эфире очередной выпуск футбольного тележурнала на БСТ. В ближайшие полчаса под нашим фирменным соусом футбольный клуб Уфа «Даешь Премьер-лигу» вы попробуете на вкус следующее блюдо. Футбольный Кипр «Жара-жара». Все устраивает. Это большое дело. Уфа продолжает подготовку. День рождения вратаря республики. Отец действительно знаменитый человек в нашем футболе. Поздравляем, Виктор Зайнулович. Турнирные реалии февраля. Зимний первенство надо рассматривать как главную подготовку. Играют все, задачи разные. Память об Афгане. Войны не должно было быть, но так распорядилась судьба. В Уфе прошел спортивно-патриотический турнир. Вы смотрите футбольную программу на БСТ. Молодежная сборная России под предводительством Николая Писарева неудачно провела полуфинальный матч Кубка Вызова, который проходил в испанской Ла-Манге. В игре со сверстниками из Норвегии многое предопределилось в первом тайме. На гол, забитый со стандарта представителями Нижегородской «Волги» Шатой Бибиловым, фьорды ответили точными ударами по воротам Николая Заболотнего в исполнении Ворона Бериши и Маркуса Педерсена. Между мячами норвежцев состоялось безобидное со стороны событие, завершившееся удалением с поля капитана нашей молодежки Павла Яковлева. При отсутствии в составе квартета призванных в национальную команду Кокорина, Шатова, Григорьева и Смолова, а также травмированных Бурлака, Беляева, Щенникова и Логашова, но при наличии на трибунах вездесущего кормчего первой сборной Фабио Капелло, изменить ход матча во втором тайме так и не удалось. Появление на поле полузащитника Уфы Юрия Кириллова, за 20 минут до финального свистка он заменил Канунникова, перелома в полуфинальную баталию не внесло. В итоге 1-2 остается добавить, что до финального турнира чемпионата Европы в Израиле команда Писарева проведет еще две контрольные игры, обе в гостях. 22 марта с Италией и 25 с Испанией. Напомним, что испанцы будут с нами в одной группе в финальной стадии Евро-2013. Но особого выбора в плане соперников у команды нашего Юрия Кириллова не было. Большинство сборных этого возраста уже прекратили свое существование, не пробившись в финальную пульку. Юрий Кириллов, так же как Михаил Маркосов и Сергей Данилов, присоединились к своей клубной команде, проводящей сбор на Кипре. И снова мы предоставляем слово руководителю пресс-службы футбольного клуба Уфа Сергею Тыртышному, продолжающему снабжать нас полезной информацией из стана нашей команды. Как вы уже знаете из лент новостей, спортивная гордость Башкортостана, находясь на сборах в Кипре, решила поменять отель. После утренней тренировки команда собрала вещи и отправилась в соседний город Ларнака, где накануне представители административного штаба лично ознакомились с условиями проживания и тренировок. Накануне отъезда футболисты Уфы выполняли любимые упражнения в нынешнем межсезонье – бегали тест Купера. Некоторым это испытание все еще далось с большим трудом. Сейчас ложки сейчас забьет, все, понял? Сейчас, если двигаешься, она будет прокачиваться. Вставай, да. Хотя бы вот так, вокруг вот так. Больше всего возможным переездом Уфы озадачился шеф-повар ресторана, который долгие годы был поклонником футбольного таланта Игоря Колыванова во времена его выступлений в итальянской серии А. Переезд в новый отель команда встретила с большим воодушевлением. Уже после обеда к ФК Уфа присоединился Михаил Маркосов, но на вечерней тренировке он работал по индивидуальной программе. Тренерский штаб уфимцев посчитал, что 10-дневный перерыв в тренировочном процессе не мог не оставить свой отпечаток на функциональном состоянии форварда. Почему ты не работаешь в общей группе? Что случилось? Мне вопрос. Тебе просто сказали пока не бегать, да? Наоборот, побегать. Со всеми. Я работаю. А уже завтра начнешь вместе со всеми, да? Свою работу. Что вы можете сказать по условиям, которые созданы для команды на сбор? Да, вы знаете, что это одна из главных тем, и здесь вот, хотелось бы просто сказать огромное спасибо руководству республики, которые действительно создают вот те условия, в которых мы сейчас работаем. То есть у нас ни по каким моментам, ни по каким, значит, вопросам, касающихся питания, полей, проживания, вообще вопросов нет. Поэтому еще раз передать от команды, вот, от ребят, что все устраивает. Это большое дело. То, что касается вот сейчас проходящего второго сбора, здесь вот команда поменяла, значит, страну. Это очень важно психологически для футболистов. Вот. И мы сейчас находимся на Кипре, где проводим второй сбор. Здесь немножко, конечно, направленность меняется. Мы уже здесь
Первую неделю сделали упор на скоростную выносливость, где немножко нам не хватало, и это так было запланировано. И в основном сейчас идет работа это по отлаживанию взаимодействий игровых и общекомандных, и по линиям. Поэтому здесь вот будут в тех матчах, которые мы будем проводить, вот такая будет схема, и тактические, значит, варианты будем пользоваться, схемы различные. Ну, и, наверное, уже ближе к тому, что уже где-то процентов, может быть, на 60-70 уже будет так и наигрывание где-то состава. Вот. Остается буквально здесь месяц до старта чемпионата, поэтому нужно уже где-то определяться. И на данный момент радует то, что в команде очень много ребят, которые претендуют и хотят играть в основном составе. Это нормальная ситуация. Нам самое главное сделать правильный выбор, и на это вот будет направлено. Болельщиков волнует, появятся ли еще новички? Новички, я думаю, что ситуация такая, и исключать ее нельзя, что если будут такие варианты, они есть. Вот, и возможно, что не исключено, новички появятся, но появятся те, которые, наверное, действительно будут сильнее тех, которые сейчас есть. Помимо тренировок, Уфа продолжает серию контрольных матчей. О двух из них мы расскажем прямо сейчас. Сначала наша команда крупно обыграла одного из лидеров второго дивизиона чемпионата Кипра, клуб Анагенниси, 3-0. Забитыми мячами отметились Диего, Галыш и Войдель. В матче против сербского клуба Слобода из города Ужице поразить ворота соперников не удалось, но и в свои ворота не пропустили 0-0. Пока кипрская земля благоволит обороне Уфы, а прямые трансляции игр, организованные нашим клубом, уже открыли комментаторские таланты Михаила Маркосова и Азамата Засеева. И теперь уже ставшее традиционным представление новичков футбольного клуба Уфа. На очереди защитник Илья Гультяев. Илья Гультяев, 24-летний крайний защитник, уроженец Вологды, воспитанник псковского футбола, где за местный машиностроитель вместе с Дмитрием Оленичевым выступал его отец Александр. В 2004 году новичок Уфы попал в структуру московского «Спартака». Через 2 года начал выступать за молодежную команду красно-белых, сыграв более 70 матчей за дубль и трижды выигрывая первенство страны. За основу спартаковцев провел лишь одну встречу – кубковый матч против Краснодара. С 2009-го игрок ТАМИ. Всего за 4 неполных сезона в рамках чемпионата премьер-лиги, первенства ФНЛ и Кубка России сыграл за мячей 82 матча и забил 2 гола. Был капитаном ТАМИ. В матче первого круга в Уфе участия не принимал. Обращая свой взор на Кипр, мы следим не только за нашей командой. В Кубке футбольной национальной лиги, за которой бьются 8 коллективов, прошло уже 4 игровых дня. В группе А зафиксировано 4 ничейных результата. Балтика, Томнефтехимик и СКА Энергия идут ноздря в ноздрю. Если и дальше мода на мирные исходы материализуется в дележ очков, возможно, придется не только считать забитые и пропущенные мячи, но и уповать на удачу в соперничестве «Орла» и «Решки». В группе Б, наоборот, с ничьими напряженка, но команды отбирают друг у друга очки путем побед. Урал взял вверх в 2 матчах и, как в первенстве ФНЛ, выглядит явным фаворитом. Ротор и Спартак Нальчик в очном противостоянии забили лишь 1 мяч, который стал причиной победы команды из Кабардино-Балкарии. Сибирь, первый соперник Уфы в официальных матчах 2013-го, пока лишь проигрывает. В рамках странички поздравлений нашего тележурнала чествуем начальника команды футбольного клуба Уфа Виктора Хайдарова, который накануне стал по максимуму близок к одной из своих юбилейных дат. Я всегда трепетно относился к Виктору Зайнулычу, одному из великолепнейших вратарей прошлого и, наверное, самому удачливому тренеру в истории башкирского футбола. В конце 70-х, начале 80-х Виктор Хайдаров был главным оплотом обороны уфимской команды «Гастелло», настоящим вратарем республики. Главная победа башкирского футбола, выигрыш Кубка автономных республик в 1977-м, тоже ассоциируется с Виктором Зайнуловичем. Завершив карьеру игрока, наш именинник великолепно проявил себя на тренерском поприще. Возглавляемый им Дивон из Октябрьского стал победителем зонального турнира первенства России во второй лиге в 1993-м. И лишь очередная реформа отечественных чемпионатов не позволила команде Хайдарова получить повышение в классе. На рубеже веков Виктор Зайнулович удачно работал с кушнаренковским «Белоречьем», топовой любительской командой тех лет. Под маркой уфимского строителя именно этот коллектив завоевал для столицы Башкортостана право выступать в профессиональном футболе.
Затем была команда «Нефтяник», где Хайдаров вновь проявил себя на тренерской стезе, уже в качестве спасителя Отечества. Но по независящим от него обстоятельствам Уфе вновь не стало профессионального футбола. Охладев в тренерской карьере, Виктор Зайнулович нашел себя в качестве удачного селекционера, приложив руку к становлению учелинского горняка. Затем именно Хайдаров был одним из тех, кто стоял у истоков очередного возрождения уфимского футбола. Нелегкая работа в подготовке заявочной документации команды «Башинформсвязь Динамо» велась при его активном участии. Сейчас Виктор Зайнулович продолжает работать во благо башкирского футбола, занимая должность начальника команды «Уфа». Футбольная династия Хайдаровых продолжается в лице Сергея Викторовича, очень похожего на своего отца в молодости человека, трудящегося в административно-хозяйственном штабе нашей команды. И, конечно же, лучше всех сумевшего резюмировать наш рассказ. Сергей, ну когда вот все-таки осознал, что у тебя отец не просто папа, а еще отличный футболист в прошлом и хороший, великолепный футбольный тренер? Ну, я осознал, когда подрос, я не знаю, лет 10 где-то примерно, когда появилась команда Белоречья, Кушнаренкова. Тогда они год играли на чемпионате Башкирии. Потом уже появилась на этой базе появилась команда «Строитель». И тогда я уже понял, что отец действительно знаменитый человек в нашем футболе. Дальше уже «Нефтяник». И вот футбольный клуб «Уфа». Семья футболиста. Но это в первую очередь переживание за команду, за отца в том числе. То есть все болеем, все смотрим, мама смотрит, волнуется. Старший брат также. Но сестра, у нее не получается, она за границей работает. Но звонит, спрашивает, как папа, как сыграли. Если что-то где-то услышала, тоже делится впечатлениями своими. Все живем футболом уже много лет. Почему-то я поздно стал заниматься футболом. В 5 классе только пошел к тренеру Климову. Раньше старший брат хорошо занимался футболом, но у него была травма. А со мной, у меня как бы отец, времени не было со мной заниматься футболом. И как-то тяга к футболу у меня пропала быстро. Так для себя играю только. А так как футбольный клуб Уфа поднялся на более высокий уровень, нужен был второй администратор. И отец спросил меня, я изъявил свое желание. Пап, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе, чтобы ты всегда был здоров, долгих лет жизни тебе, чтобы ты не волновался за нас, за всю семью, и чтобы долго работал в футбольном клубе, жил футболом. Редакция нашего тележурнала присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Зайнуловичу крепкого здоровья и футбольного долголетия. Несколько слов об учелинском горняке. Команда Дмитрия Радюкина продолжает турецкий сбор, который продлится до 19 февраля. Количественный состав футболистов, 15 человек, намекает на то, что в ближайшее время шахтеров ждут очередные пополнения. Уже сейчас на просмотре в горняке находятся несколько потенциальных новичков. Учелинцы провели первый контрольный матч против «Шахтера» из Солигорска, уступив 1-2. Единственный мяч учелинцев записал на свой счет экс-игрок «Орла» Антон Бобылев. При этом стоит сказать, что дублеры горняка, кстати, серебряные призеры последнего первенства Башкортостана, пока к занятиям с основной командой не привлекаются. В том числе остался в Учелах и местный воспитанник, защитник Эдуард Баймухаметов, уже привлекавшийся в основной горняк. Очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана участники этой войны, а также ветераны башкирского футбола отметили спортивно-патриотическим мини-турниром. Я участвовал в 16 боевых операциях по уничтожению душманских банд. В общем, ходили на проческу, поддерживали своим огнем пехоту, десантно-штурмовой батальон. Поэтому выполняли такие задачи. Необычный формат мини-турнира подразумевал под собой игру сборной участников войны в Афганистане против команды ветеранов башкирского футбола и сборной администрации Октябрьского района. С каждым из соперников воины-афганцы провели по тайму. У нас на территории республики были проведены несколько матчей с афганской диаспорой, которые проходили как в городе Уфе на комплексе биатлон, так и в Толбазах на районном стадионе. И было, когда к нам приезжали с дружеским визитом сенаторы из Афганистана, от нас поступило предложение: а не хотите ли вы
нас принять на территорию Республики Афганистан для того, чтобы приехать и поиграть в футбол. Инициатива была сразу же поддержана. Вот мы готовим сейчас этот, будем говорить, товарищеский тренировочный матч, который определяет состав команды, которая поедет в Афганистан. Соревновательные страсти не могли помешать осуществлению главной задачи мероприятия. В военных действиях в Афганистане присутствовало более 10 тысяч человек из Башкортостана. Более 300 из них не вернулись на родину. Дань памяти павшим и воспоминания о ненужной войне участники турнира принесли сквозь свои сердца. То, что вы сказали, войны не должно было быть, но так распорядилась судьба, от этого никуда не деться, уже время прошло. Там мы потеряли многих своих друзей, ну а те, кто остались живы, продолжают жить, растить детей и внуков. И мы вот с нашими друзьями собираемся 2 раза в неделю, играем в футбол, пока мини футбол. Потом, когда будет тепло, перейдем в большое поле, будем готовиться к матчу со сборной Афганистана. По возрасту, 80-й год, я мог тоже там оказаться, но как бы волей судеб не оказался. А в нашей команде есть человек, который вместе с нами в футбол играл и служил в Афгане. Это Саша Крупский, хорошо известный, правильный футболист. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на эту идею, когда нас позвали. Мы все только руки «за» и пришли и отыгрались. В очередной раз спорт номер 1 в мире стал интернациональным искренним мерилом мира на всей земле. Для определения победителей в зимнем первенстве Республики Башкортостан осталось провести всего 5 матчей. По большому счету ключевой станет игра между лидерами турнира, командами Башинформсвязь и Уфа-2. У дублеров главной команды при этом есть определенная фора. В ближайшее воскресенье им предстоит проверить на прочность Уфу-96. В случае успешного трехочкового исхода в игре против БИСа Уфу-2 устроит и ничейный результат. Хотя очевидцы снежных листалищ всерьез заявляют о бескомпромиссности каждого матча. Кстати, за поединками наблюдают и представители главной команды республики. Уже сейчас 2 участника зимнего первенства находятся на кипрском сборе, получив авансы от тренерского штаба Уфы. Зимнее первенство надо рассматривать как главную подготовку к основным летним соревнованиям. В первую очередь это Уфа-2 к своему 2-му кругу первенства России среди команд 2-3 дивизиона зоны Урал, Западная Сибирь. Вот. Команды Академии и команды Уфа-96 это, значит, непосредственно в первенстве республики и в первенстве России среди и кубки, значит, России среди своей возрастной категории. Вот. Что касается команд АК-47, вот, непосредственно «Зенит», «Салават», это, конечно, тоже дополнительно, как говорится, проведут, думаю, руководитель команд и футболисты анализ после этого и выстроит правильную подготовку, стратегию на основные соревнования летнего периода. Несколько слов о женском футболе. В Телбазак завершилось открытое первенство по мини среди девушек 95-96 годов рождения. Главный приз оспаривали 5 команд. По итогам 3 соревновательных дней турнирный путь без потерь прошла Мерединка из села Малаяс, пропустившая лишь 2 мяча, оба отставших вторыми хозяев первенства. 3-е место у салаватской Ники. Замкнувшие турнирную таблицу еще одна команда из Телбазов Альтаир и Салаваточка разошлись миром в очном противостоянии. Это была последняя страница сегодняшнего тележурнала о футболе. Кстати, свои предложения вы можете оставлять в нашей персональной группе ВКонтакте. Возможно, именно ваша идея станет за основу очередного сюжета программы. Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу. Все только начинается. Увидимся. Азамат! Смотри, в воронку засосет. Азамат, кто именно из защитников тебя бросал? Василенко, бабуля старая. То есть не спортивные методы борьбы за место в составе используют, да? Вон там, кстати, и Киреев был. Азамат, это ты набрал в Уфу? Азамат, это ты в Уфу набрал? Меня дед, Серега.
Да ладно, ничего, Азамат. А это чья одежда на песке осталась? Это, видимо, кто-то не выплыл? Моя. А, твоя. Все мое. Все, остановились, теперь можно. Значит, Василенко с Киреевым тебя забросали, да? Ну, ты имеешь в виду, видимо, ты сейчас просто лучше готов, чем они. Они используют какие-то иные методы борьбы. Конкуренция, правильно. Меж высоких стогов золотая стерня. Ну-ка встану босою ногой, теплотой обласкает земля. Через пару шагов поле вспомнит меня, с возвращением скажет домой, с возвращением домой, старина. По высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. По высокой траве, по высокой траве, я пройду в полный рост, я пройду в полный рост, я пройду полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. По высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. По высокой